Альхамдулиллах, мы сегодня с вами седьмой таравих, седьмой джуз. Это 1/4 Рамазана, уже 25%, уже все. Еще 3 дня и уже 1/3. Иншаллах, вот так и незаметно проходит. Даже похудеть не успели, да? Но есть у нас, иншаллах, всегда в Рамазане хочется, есть такое желание держать нафилю разу после, да? Это, наверное, у всех. Вот Рамазан, иншаллах, додержу, я дальше буду продолжать. Но почему-то Шавваль, потом кое-как 6 дней надо сунну держать, и то уже с горем пополам, как говорится на русском, лишь бы успеть. Сегодня, альхамдулилля, мы с вами закончили суру Маида и начали читать суру Ан'ам. Сура Ан'ам – это мекканская сура. Она до такой степени была важна перед Аллахом для нас, что Аллах Субхану ва Тааля не спосылал эту суру в окружении 70 тысяч ангелов. То есть это сопровождали эту суру до земли 70 тысяч ангелов. Ан'ам – это единственная сура, которая является из самых длинных, из первых длинных – это Бакара, Али Имран, Ниса, Маида, Ан'ам, А'раф, Тауба и Анфаль, если первое считать. То есть из 8 сур, одна из 8 сур, которая была ниспослана за один раз. Вот вся эта сура, которую мы 2 дня читаем, сегодня и завтра, иншаллах. То есть сегодня 14 страниц и завтра 8 страниц, это получается 22 страницы, чуть больше 1 джуза. Эта сура была ниспослана пророку, саллаллаху алейхи саллям, за один раз. Если остальные Бакара, например, там почти в течение 10 лет, сура Бакара, она ниспосылалась 10 лет. Как с Медины началась с пророком, саллаллаху алейхи саллям, и вплоть до последнего аят, который был ниспослан из Корана, это из суры Бакара, вот такой «Йоман турджауна фихи иля Аллах, самма туаффа куллю нафсин ма касабат ва хум ла юзламун». Это 281 аят. Это последний аят, который был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи саллям, из суры Бакара. И также первые фарзы, которые были ниспосланы в Медине, это, например, читали «Кутиба алейкуму сиям» по поводу уразы, то, что вам предписан пост, это тоже было в суре Бакара. То есть первые дни, когда пророк, саллаллаху алейхи саллям, первые годы приехал в Медину, как начался ниспосылаться сура Бакара, вплоть до перед смертью также и суры Бакара. Поэтому сура Бакара в 10 лет не спосылался. А Ан'ам, которую мы сегодня читаем, тоже из больших этих сур, но эта сура была ниспослана за один раз, за одно ниспосылание. Почему? В суре Ан'ам это обращение больше к мекканцам, к мушрикам, к многобожникам, то, чтобы они оставили вот эти основные грехи, основные запреты или основные грехи, которые подчеркивают эта сура Ан'ам. Нельзя закапывать детей, то есть нельзя делать аборты, можно другому. То есть, а что тут такого, да? Ты когда говоришь аборт нельзя. Тоже для арабов было странно, когда для нас это было кощунство, да? Для нас это страшно, чтобы закопать живого ребенка, живую дочь в могилу. Это было страшное событие, и сейчас, и везде, и всегда, но они уже до такой степени привыкли, что у нас иногда во время аборта вытаскивают живого ребенка, там на подоконнике еще валяется, живой, но все почему-то так легкомысленно относятся. То есть у них тоже к этому было привыкание. К этому привыкание. Даже один сахаба, радийаллаху ан, сказал, что я выкупил у отцов больше 300 девочек. Я спас, говорит, 300 девочек от смерти. Я слышал, если там родилась девочка, значит, скорее всего, говорит, отец собирается ее закопать. Я шел и выкупал, говорит, я говорю, сколько тебе надо? Вот я выкупал, лишь бы, и говорит, пророку, саллаллаху алейхи саллям, я спас больше 300 девочек. И пророк, саллаллаху алейхи саллям, что ему сказал, что ты из-за этого и принял ислам. То есть вот эти твои добрые деяния послужили тому, что Аллах Та'аля подарил тебе ислам за то, что ты спас столько жизней. Вот, поэтому мусульманские врачи, наверное, тоже
принимают ислам только из-за того, что вот спасают жизни людям, да, то есть врачи иногда быстрее приходят к исламу, потому что именно вот из-за спасения вот таких благих поступков. Вот это Ан'ам и сура это Ан'ам как раз вот на самые, так скажем, болезненные вопросы, которые были у мекканцев, это Ан'ам скот, потому что они себе запрещали многое, они разрешались только мужчинам, женщинам запрещали. И вот такие были по поводу ахляка, по поводу харама, по поводу многих моментов именно подчеркиваются в этой суре, поэтому она и называется скот. То есть они то, что себе запрещали из скотины, из говядины, из верблюжатины, то, что они себе запрещали, Аллах Субхану ва Тааля порицал из-за этого, то, что они себе запретили много вещи и также убивали своих детей из-за вот, своих тех предрассудков или, так скажем, тех традиций, к тому, к чему они привыкли. Вот что хотел сегодня с вами понять, чтобы вы тоже понимали, о чем мы читаем. Сура Ан'ам, она сура мекканская, именно была ниспослана в Мекке. Saflandık.